В год счастливого детства в Канашском комплексном центре социального обслуживания населения Минтруда Чувашии открыли новую спортивную многофункциональную площадку. Директор комплексного центра отметила, что здесь оказывают поддержку детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня у нас такое знаменательное мероприятие. Это открытие нашей спортивной площадки в отделении социальной помощи семье и детям бюджетного учреждения Канашский комплексный центр социального обслуживания населения Минтруда Чувашии. Мы к этой цели, к этой площадке шли целых 3 года практически в наших мечтах, в наших воображениях. И сегодня она открывается. Как говорят, что мечты осуществляются, и тем более в такой знаменательный год, как в год счастливого детства. Мы очень рады, что наши дети будут заниматься, наши воспитанники будут заниматься в современных условиях спорта. Тут можно заниматься различными видами спорта. Волейбол, баскетбол, футбол. То есть и просто физическими упражнениями. В комфортных условиях, в безопасных условиях. То есть это вот для нас на сегодня самый важный приоритет. Чтобы дети у нас были в комфортных, безопасных и современных условиях. Поэтому мечтайте, мечты сбываются. И она у нас осуществилась. А осуществилась она благодаря поддержке правительства Чувашской Республики и Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в лице нашего министра Алены Геннадьевны Елизаровой. Спасибо им большое за то, что они слышат нас, понимают нас и всегда идут нам навстречу и помогают нам воплотить ту или иную идею в жизнь. Руководитель и сотрудники центра стараются дать воспитанникам больше возможностей для самореализации и создать для них условия, приближенные к домашним. Вы знаете, дети на период ремонта, капитального ремонта территории, как бы мы еще осуществили, да, мы асфальтировали все дорожки, построили новые обходные дорожки, где также детям будет комфортно кататься на скейтбордах, на велосипедах, на самокатах. Приехали они к нам с других центров. На период ремонта они, значит, были расселены в других подведомственных учреждениях Минтруда. Когда приехали, конечно, они были в восторге. У них надо было видеть их лица. Настолько изменилась территория, настолько удивило, что у них теперь новая площадка, что нету старых ворот с рваной сеткой. То есть они были в восторге и ждут, не дождутся, когда она откроется официально для них, для их присутствия и игры на этой площадке. После торжественного открытия спортплощадки подрядчиком, выполнившим работы, и директором комплексного центра, дети исполнили патриотическую песню России, а после, разделившись на 2 команды, дружно соревновались между собой. Данная спортплощадка многофункциональна, так как она безопасна и позволяет играть не только в футбол, волейбол, лапту, вышибалы, но и в другие различные спортивные игры. Например, зимой ее можно будет переоборудовать в каток для того, чтобы дети играли в хоккей. Срок у нас был по контракту 3 месяца, я как помню 31 сентября, ну мы уложились за 2, получается. Ну, с опережением где-то на месяц где-то выполнили. Заказчик очень замечательный, это Минтруд, в частности Наталья Михайловна Катассон, канашский руководитель, директор она. Ну, все работы, все вопросы, которые у нас по ходу дела возникали, здесь решались оперативно. Никаких претензий. Надеюсь, у нее ко мне, у меня к ней. Праздник получился захватывающим и забавным как для взрослых, так и для воспитанников комплексного центра. Оставил массу положительных эмоций и впечатлений. На спортивной площадке царили смех, шум и веселье. Проведенный спортивный праздник сплотил всех гостей мероприятия на общем фото и определенно никого не оставил равнодушным. Людмила Матвеева, Павел Демин.